Смотрю, как там все происходит, как там жизнь идет. Связь со своей родиной Узбекистаном не теряет кондуктор троллейбуса Наргиза Каримова. Женщина работает в Казани уже 8 лет. Нам дают эти бумаги, мы ходим и выбираем. Теперь путь к волеизъявлению станет проще. Избирательный кодекс Узбекистана изменили. Все граждане этой страны, что находятся за рубежом, смогут проголосовать удаленно. Раньше в число избирателей попадали лишь те, кто был в списке консульства, и на выборы приходилось ездить в Москву. Все граждане Республики Узбекистан могут проголосовать у нас в консульстве. Также для создания больше условий и благоприятных условий для граждан наших мы будем делать выездные, досрочные голосования. В Татарстане узбекская диаспора насчитывает более 25 тысяч человек. С 12 по 18 декабря площадками удаленных досрочных выборов станут университеты, предприятия, где большое количество граждан из Узбекистана. Они заполняют дистанционно анкету, которая отправляется в Генконсульство Республики Узбекистан, которое находится в городе Казани, и официально проходят выборы. Анкету нужно заполнить до 5 декабря, а сами выборы в Узбекистане пройдут 22 числа. Сергей Хайдаров, Дмитрий Аринин, Файруза Мазитова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.